Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 5 февраля 2024 года, 20 часов по Берлину, 21 час по городу Джохару. Я вас всех сердечно приветствую. Сегодня у нас понедельник, стрим на русском языке. К сожалению, не получается проводить стримы регулярно, так как сейчас Новый год, много работы, вынужден работать. Друзья, я вас всех еще раз приветствую. Адам, Republican, Майк Тайсон, Хамзат, Шамиль, Black Flame, Бек Нохчо, Хамилогуза, Южная степь и все. Алейкум ассалам, друзья, я вас приветствую. Сегодняшний свой стрим я начну не как обычно зачитывание сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а хочу вам зачитать другую немножко информацию, которая также Генеральный штаб нам сообщает, что уничтожено и ранено 810 террористов за прошедшие сутки. А по поводу потерь русских оккупантов в Украине, недавно стали доступны, я зачитаю с вашего позволения, это текст написан мной, недавно стали доступны данные о потерях российских оккупантов в ходе широкомасштабной агрессии против Украины, представленной главой Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом. По его данным, общее число раненых или убитых среди интервентов составляет 315 тысяч. При этом данные Збройных сил Украины ЗСУ указывают на более высокую цифру, около 385, уже сейчас 390 тысяч. Разница в этих данных может быть обусловлена несколькими факторами. Во-первых, различия в методологии подсчета потерь. Подсчета потерь могут вызывать расхождение. Сейчас, одну секунду. Расхождение между различными источниками, а также сложности сбора точной информации в условиях военных действий из-за интенсивности боевых действий и недоступности территории. Во-вторых, различия в трактовке критериев для учета убитых и раненых также могут влиять на окончательные цифры. И сколько же уничтожено россиян за почти 2 года русско-украинской войны? В военных конфликтах важно учитывать, что современные медицинские технологии и системы эвакуации обычно приводят к тому, что количество раненых превышает количество убитых. Обычное соотношение составляет 1 к 3, что означает, что на каждого убитого приходится примерно 3 раненых. В русско-украинской войне, где используются массированный артиллерийский огонь и разрушительные средства, соотношение может быть иногда близко 1 к 1, или даже с перевесом убитых. Исходя даже из оценки в 315 тысяч потерь, можно предположить, что русисты в русско-украинской войне приблизительно потеряли убитыми от 80 до 160 тысяч человек. Эти цифры сопоставимы с их потерями в последних 2 войнах против Чеченской республики Ичкерия. То есть украинские военные за почти 2 года, за последних 2 года войны достигли результата уничтожения противника, приближаясь к уровню русско-чеченских войн, где имперцы потеряли около 150 тысяч в среднем, если взять своих головорезов. Несмотря на потери, русские власти продолжают вести военные действия. ФСБ, как всегда в своей истории, имеет высокий уровень готовности к потерям среди подконтрольного населения, что, к сожалению, подразумевает готовность принести в жертву миллионы или даже десятки миллионов безвольных россиян. На этом фоне население России погружается все больше в депрессивное и подавленное состояние, что, вероятно, приближает его к моральному и психологическому коллапсу. Среди русских все больше людей начинают понимать, что реально происходит. У многих преобладает чувство полной безысходности. И оно не безосновательно. Я думаю, это самые это поняли, наверное, еще лет, 20 это назад. Но люди, которые не интересуются политикой и сейчас начали интересоваться, понимая, что их могут отправить на войну в Украину, откуда или вернешься инвалидом, или погибнешь,
россияне, русские начали понимать, что это добром все это не закончится. Маленькой победоносной войны не получится. Этот тренд дополнительно ухудшает и так непрочное финансовое положение как отдельных россиян, так и экономики всей недоимперии. 3 января 2024 года. Друзья, ситуация в России очень критичная. Я за всем не слежу. Всех, кто зашел, алейкум ассалам, друзья, я вас всех приветствую. Я за всеми событиями следить просто физически не успеваю, хотя постоянно наушник в ухе, пытаюсь слушать, смотреть и так далее. Но ситуация развивается очень стремительно, очень стремительно. И фашистская Россия, как и ожидалось, несется с большой скоростью в тартарары. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. Как говорится, что они искали, то они нашли. Далее, друзья, хотел вам еще кое-что тут зачитать, показать. Сегодняшний наш стрим 5 февраля 5 февраля 2000 года в населенном пункте Алды в черте города Грозного, столицы Чеченской Республики Ичкерия, это район, входящий в город Грозный. Это тот район, в котором я, в принципе, вырос. Я вырос, конечно, в соседнем, Черноречье, но Алды и Черноречье, в принципе, там 800 метров между ними расстояние. И очень хорошо знаю и этот населенный пункт. В этот населенный пункт ворвались русские террористы. Это был Санкт-Петербургский, в том числе Санкт-Петербургский ОМОН. Они убивали беременных женщин, убивали стариков. Ну, все, что было в Буче. Все, что было в Буче, произошло в тот день в Алдах. Они вымогали деньги, грабили, мародерничали, снимали с убитых им женщин золотые украшения, сжигали людей. Ну, короче говоря, творили то, что обычно русские творят везде и всюду. Нужно отметить и напомнить Владимиру Золкину, что их тогда, кадыровцев, и не существовало, и их не гнали под палкой, под угрозой расстрела, убивать этих женщин, детей, стариков, мужчин, всех подряд, животных, все, что можно было уничтожить, убивалось. Это произошло ровно 24 года назад. 4 февраля, то есть вчера, тоже 2000 года, по 6 февраля, по 7 февраля, с 4 по 7 февраля, в населенном пункте Катыриурт, откуда я родом, откуда родом мои родители, под командованием российского террориста Владимира Шаманова и еще одного ублюдка, были убиты сотни и тысячи ранены жителей Ичкерии. Преступления без срока давности, как в Алдах, так и в Катыриурте. Дело в том, про Катыриурт я знаю немного побольше, потому что именно в это время находились мои родители там. Я в то время учился в Санкт-Петербурге, жил. И тогда не было связи, и было трудно, мобильной связи тогда не было, и особенно во время войны. Я получал письма, иногда мы там проводили сеанс телефонной связи, и много чего я знаю, что было в Катыриурте. И тогда было убито русскими террористами 450 человек в Катыриурте. Катыриурт в Первую русско-чеченскую войну не разрушался, не убивали там людей. И казалось, что Катыриурт не будут бомбить, что у нас там немного ополченцев, которые
не находились в селе, в населенном нашем пункте. Но на этот раз и много беженцев было. В связи с этим прошлую войну не бомбили и надеялись, что и в эту войну, хотя удары были, убитые были, имеется в виду массированно, с лица земли не стиралось, не стирался населенный пункт. Хотя бомбили, у нас за один раз 11 человек убили, сбросили одну бомбу большую, глубинную. Обстреливали из градов, обстреливали из танков, обстреливали там из гаубиц, из артиллерии. Но вот такой вот массированной зачистки, как она произошла с 4 по 7 февраля 2000 года, этого не было. Причем в населенном пункте транзитом прошли через него наши бойцы, задержались там, побыли, и после того, как только они ушли оттуда, Шаманов, зажиточный населенный пункт был, там было очень много жило богатых людей, состоятельных людей, и вот это все грабилось. 3 дня, 3 ночи, 4 дня и 3 ночи был грабеж. Людей выводили, раненых, голодных, уставших, которые несколько дней находились в подвалах, выводили, и у нас там была медресе в центре, там есть одно место, где обучают детей Корану, там, религиозным разным вещам, и напротив вот этого медресе вывели, был свидетель, который мне тогда рассказывал, вывели 6 раненых, уставших людей. Было много, как я сказал, беженцев из других районов Чеченской Республики Ичкерия. И русские проверяли прописку. Если ты прописан в Катыриурте, то там, ладно, ты житель. А если ты с другого района, то тебя расстреливали. Расстреливали и жителей Катыриурты, конечно, но если у тебя нет прописки в Катыриурте, это было основанием, чтобы тебя расстрелять. И мне живой свидетель, человек, который до сих пор жив, рассказывал, как 6 человек поставили из БТРа, крупнокалиберного пулемета. Он находился задержанным у них в БТРе. Расстреляли этих людей. И так расстреливали очень много. Очень много. Так что вот такие вот, друзья, я рассказываю такие вещи очень важные и вещи, которые мне тяжело вспоминать, и какие-то подхолопные мне говорят про мою бороду, рассказывают, муслим ли я, борода ли у меня, там, 3-10. Вот и все, что стоит вот эти комментарии. Так, друзья. Давайте я перейду к вашим комментариям. Так. Вот настрочили ви коментарів. Вітаю, Іван, вітаю тебе. І я вам рад, дуже рад вас знову бачити. І я вас рад бачити. Безкружі, так. Деконструктує, Георгій, Машволь. Так. Салам, Эд, салам, дорогой. Так, Кадыровец забанить ушен. Хотя он тут особо ничего не говорит, но и вот эти кадыровские приколы неинтересны, да.
Так, Эдама сай комментарий даёт он. Az уже и на Эдам Блокина. Да, о. Так, diyor. Wa alaikum assalam. Так, вот такие вот события развивались. Друзья, пишите ваши комментарии. Я немножко запустил наш стрим, наши стримы, и наш канал постоянно атакуется потихонечку. Видимо, чтобы YouTube особо не подозревал и я не писал жалобы YouTube. Они делают это аккуратно. Ну, продолжается. А теперь смотрите, какая новость очень интересная, друзья. Грузия пресекла попытку, сообщает «Голос Америки», не кто-нибудь, перевести через территорию, Грузия пресекла попытку перевести через территорию страны взрывные устройства. Слушайте внимательно. Официальных комментариев по поводу инцидента со стороны России или Украины пока не поступало. Служба государственной безопасности СГБ Грузии заявила, что предотвратила попытку перевоза взрывчатого вещества и взрывных устройств из Украины в Россию через территорию Грузии. Использование такого устройства в многолюдном месте вызвало бы серьезное повреждение инфраструктуры и масштабные жертвы. Сила взрывной волны взрывчатого вещества намного превышает силу взрывной волны тротила, отметили СГБ Грузии. Как заявил 5 февраля руководитель контртеррористического центра СГБ Байчам Геладзе на специальном брифинге, сотрудники службы изъяли 6 взрывных устройств и до 14 килограммов взрывчатки, ввезенную в Грузию 19 января из Турции. Как утверждает СГБ, взрывчатое вещество и взрывные устройства попали в Турцию, пройдя путь от Одессы через Румынию и Болгарию. При этом 3 взрывных устройства, пунктом назначения которых был указан Воронеж, были изъяты на российско-грузинской границе на КПП Верхний Ларс, Дарьяле. Согласно грузинской СГБ, они были спрятаны в аккумуляторы для электромобилей, которые находились в микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины. Еще 3 устройства, которые оставались в Тбилиси, также были изъяты. Установлено, что взрывные устройства содержат пластичную взрывчатку С4, заметьте, это американская взрывчатка, военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора или специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. В контейнере также были помещены 6 детонаторов и 6 специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех 6 отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано, заявили СГБ. Обратите внимание, везут взрывчатку, фактически готовится взрыв уже с запрограммированным временем. Согласно СГБ, к ввозу взрывных устройств в Грузию были причастны 7 граждан Грузии, 3 гражданина Украины и 2 гражданина Армении. При этом организатором процесса грузинской СГБ называет гражданина Украины, кандидата в депутаты 2020 года Киевского округа местной рады Одесской области от партии «Слуга народа» Андрея Шарашидзе. СГБ заявили, что детали этого дела дают основания предполагать, что использование территории Грузии и вовлечение грузинских граждан в этот процесс имело целью создания предпосылок для того, чтобы обвинить Грузию в террористических актах, которые якобы могли быть совершены при использовании указанных устройств как в самой Грузии, так и за рубежом. В управлении службы безопасности Украины по Одесской области заявили, что не располагают информацией в связи с данным инцидентом.
данным фактам. Российские власти также пока не делали комментариев. Контртеррористический центр СГБ Грузии начал расследование по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ из разрывных устройств. Вот что это такое? Как это все понимать? Грузинские спецы говорят, что есть основания предполагать, что, вовлекая грузинских граждан, имелась цель создания предпосылок, чтобы обвинить Грузию в терактах, которые якобы могли быть совершены при использовании указанного устройства как в самой Грузии, так и за рубежом. Понимаете, что происходит, друзья? Я не знаю, это может какая-нибудь очень сложная такая игра спецслужб, но фактически с американской взрывчаткой на территории России готовился, как нам сообщают грузинские спецы, готовился теракт, чтобы обвинить в этом Грузию. И все это делает человек, который каким-то боком имеет отношение к слуге народов. Слуге народа. Вот вам странно, да? Ну, посмотрим. Также, как мы знаем, в Украине сейчас не все спокойно. Неспокойно не в смысле в военном плане. Там уже давно не все спокойно в военном плане. В плане политической стабильности, хотя пока она есть, но нам рассказывают, что Зеленский хочет снять Залужного со своего поста, но пока это не подтверждается. И слава богу, как говорится, коней на переправе не меняют, и мы знаем, что именно Залужный и его команда — это те люди, которые создали механизм, рабочий механизм, который противостоит самой подлой и самой безжалостной банд-армии, можно сказать, в мире на сегодняшний день. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Это очень важно, чтобы не было никаких вот вопросов, не было никакой дестабилизации. И важно, чтобы агентура, вот эта пятая колонна или шпионы самые настоящие, были вычищены из Украины. Это очень важно, потому что именно агентура КГБ, ГРУ, ФСБ, ГРУ, она активно работает в Украине, и мы ощущаем, я лично ощущаю ее вонючее дыхание, находясь здесь, в Германии, ведя вот эту свою деятельность. Будем надеяться, потихоньку, конечно, много уже зачищено. Честь и хвала всем, кто работает во благо победы Украины. Главное, чтобы, зачищая русских террористов, оккупационных, вражеских, тех русских, не переложить вот эту вину, спасая русских, на чеченцев. Тех самых кадыровцев, которых некоторые, такие как Геращенко, Буданов, Подоляк, Арестович, и этот, как его, Золкин. Вот, по крайней мере, 5 фамилий. Они, не знаю, кто из них работает на русских, но то, что они хотят перевести эту войну на чеченцев, якобы борясь с кадыровцами, это уже мы уже замечали. И поэтому каждый раз я это буду напоминать, чтобы чеченцы, которые находятся в Украине, кто находится здесь в Европе, в Чечне, знали, кто наш друг, а кто может нам подложить свинью. Как-то так, друзья. Так, перехожу к вашим комментариям. Сколько мы в эфире? Всего 25 минут, друзья. Я не знаю, соскучились вы или нет, а я вот соскучился и буду сегодня целых 1,5 часа вести эфир. Асан, как ты думаешь, какой сценарий будет, если ФРФ, фашистская Российская Федерация, пустит Надеждина к власти, и он будет президентом? По мне, это то же самое, как и было при Ельцине. Путин, по мне, только суд над ФРФ.
Я думаю, президентом Надеждин может стать фашистской Российской Федерации, если американцы и англичане сделают на него ставку. Если они скажут, да, мы готовы с этим человеком разговаривать. Все. Это их надежда. Это надежда русских, Путина, КГБ, что сейчас хоть с кем-то они будут договариваться, что с кем-то. А так, я полагаю, что американцы не сделают на него ставку, потому что, это Путин, только вид сбоку, тот же Надежды. Ничем он не отличается от Путина. Все время рядом с Путиным, в команде, во власти находился, соучастник всех преступлений, в том числе и войны против Украины и предыдущих преступлений. Поэтому, это все изменит, если Запад, Америка, западные страны сделают ставку на Надеждина, скажут, все, мы готовы с этим человеком разговаривать, вот такие условия, такие и такие. Все, да, я думаю, с обманом, с хитрецом, как обычно, пытаясь увильнуть там, пытаясь выжить, они будут соблюдать правила, хотя будут договоренность, пока их заставляют, они будут соблюдать договоренность. Но если так произойдет, если на Надеждина сделают ставку, если не будет суда над ФРФ, тогда рушится вся архитектура миллионов людей поствоенного времени. Потому что не так люди это представляют. Многие уже миллионы или десятки миллионов, сотни миллионов людей уже представляют, что Украина должна быть свободной, а Надеждин этого не дает. Он даже не говорит об этом, даже не заявляет об этом. И опять, конечно, будут крутить, вертеть, приторговывать и так далее. Поэтому, конечно же, я только за то, чтобы, как и ты, был суд. Чтобы был суд над террористической бандой КГБ, ФСБ. И ГРУ, конечно, обязательно. Но если Надеждин станет президентом, не изменится абсолютно ничего. Абсолютно. Только все потеряют сторонников, все разочаруются, а все останется на те же. Может быть, какая-то пауза будет, замораживание, какие-то там интриги, торги, все это будет, и потом все возобновится. Империя никуда не денется. Они не могут по-другому. Они людоеды. Крокодил не может стать другим. Это просто невозможно. Не может крокодил кушать травку, я не знаю, нюхать цветочки и радоваться на солнышке жизни. Не может он. Так устроена эта система. Поэтому Надеждин, я не знаю, почему этого Надеждина показывают, Deutsche Welle особенно так любит его пиарить, Надеждин. Да. В прошлом стриме я сказал все, что по этому Надеждину. Ничего не поменяется, ничего. Какая связь С4 США? С4 разве только там делают? Нет, Леонид, С4, я не знаю, где делают С4, делают, наверное, и в других странах. Но связь с США не в смысле, что это США сделало, а что США поставляет С4 Грузии, и уже грузины проводят террористические акты. И здесь пишет Бек, провокация от рашистов, чтобы вторгнуться в Грузию, идет подготовка к этому, говорит Бек. Я не знаю, насколько это соответствует, эта информация действительности, но вполне возможно, что из этого тоже нужно исходить, что эта провокация подготовлена русскими. Если русские могли быть, прорусские могли быть, находиться в Украине и все такое, поэтому в этом плане С4 имелось в виду, что у грузин есть эта взрывчатка. Не тротил какой-нибудь советский,
А именно С-4. Вот что я имел в виду. Так. Салам алейкум из Израиля. Слава Украине, смерти оккупантам, свободы Ичкерии. Ва алейкум ассалам, Ильгар. Шалом, дорогой. Так, героям слава. Поменяет ситуация в случае развала России. Да, только если будет суд над КГБ, и тогда и развал будет. Ну, кто захочет, тогда на самом деле будет все по-честному. Никто никого не будет бояться. И можно будет уже тогда спрашивать людей, хотят они быть в составе вот этой нынешней или новой России, или же они разойдутся. Чисто ГБшная провокация. Кто перевозит? Украинцы, грузины и армяне. Они прям четко подобрали граждан стран Армении, Грузии. Я уверен, я даже поймали по наводке сами же ГБшников. Теперь везде. Ну, не знаю, Свобода. Может быть. Теперь везде будут говорить о плохих украинцах, армян и грузин. Ну, они и так говорят. Про армян нет. Армянин я не знаю, каким образом там оказался. Хотя в Украине воюют и армяне тоже за Украину. Не знаю. Они думают, что Надеждин пойдет против Путина, якобы какая-то оппозиция. Репабликан, ну, да, якобы как, изображать они будут, но для того, чтобы они конфронтацию с Путиным изображали, а который умер, они могут сказать, Путин умер, вот появился Надеждин, но вот там американцы готовы с ним разговаривать. Но все это будет происходить только если американцы будут благосклонны вот к этой персоне. Только в таком случае. Все рассчитано на Вашингтон, округ Колумбия. Вот у них вся работа ведется, вот этим господам понравится. Все, что их интересует. Эти господа могут гарантировать им сохранение жизни, свободы и денег. Но я надеюсь, черта уже пройдена. Обратной дороги нет. Но посмотрим. Скоро Трамп может прийти в Белый дом. Посмотрите, какая интересная ситуация. Да? Одна страна, не самая по количеству населения большая в мире, избирает президента, и весь мир дрожит. Что же будет? Придет Трамп, о боже мой, придет Байден, о, может быть, что-то будет хорошо. И вот такая вот ситуация развивается. Если Америка чихнет, простудится, будет у нее легкое недомогание, весь мир начинает колбасить. Поэтому вот такая вот ситуация, друзья. Посмотрим, придет Трамп, может, он быстро решит этот вопрос, как он говорит. Может быть, еще что-то произойдет. Но я уже чувствую, слышу, что люди начинают уже обсуждать. Все поменяется, придет Трамп, и все поменяется там, и так далее, и так далее. Ну, посмотрим. 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 Они думают, что так... Развал России это будет плагиат для псевдоразвала СССР. И что попытка номер 2 и все по новой. Нужно нечто большее. Плюс судебное разбирательство. Очень интересно все это. Абсолютно, Леонид. Только суд. Без суда все, что будет. Развал России будет. Не развал России будет. Что бы там ни было. Как бы там все ни происходило. Вот данная террористическая организация КГБ, ФСБ и ее миньоны из ГРУ, они должны быть преданы суду. Если не будет этого суда, все остальное, вот все эти жертвы сегодняшние и 24-25-летней давности на протяжении этого четверта или 30 лет в Ичкерии, они будут напрасны. Ничего не поменяется. Они все там имперцы. Если эта система, не дело ни в одном Путине. Один Путин это, никто. Путин фактически там и не управляет. Там управляет коллегия ФСБ, там управляет Патрушев, там управляет директор ФСБ, там управляет Главное управление Генерального штаба. Именно вот эти силовые, военные вот эти темы. Там управляют целые институты, целые там
огромное количество группы лиц, которые занимаются планированием, стратегическим планированием своих действий, изобретение разных схем, как их Сотник называет, схематозники эти. Они вот живут этим. И это все должно быть запрещено, прекращено. Потому что все, что они делают в итоге к войне. Вот все, что они начинают сегодня делать, через год, через 10 лет, как только им позволят силы, это приводит к войне. Это факт. 100%. Так, вчера видел ролик, как бойцы украинцы восхищаются и говорят о легендарном кадыровском отряде и показывают, как их достойно якобы похоронили. Я видел этот ролик, скажи свое мнение, и напоминает мне, как поэт Муцураев о Сереже Дюште. Я не видел, я скину ссылку в WhatsApp. Окей. Я не видел этот ролик, Адам. Кто бы в США не пришел к власти, хоть демократ, хоть республиканец, в России все катится в яму. Абсолютно республика. Это вообще не изменить никак. Трамп может быстро уничтожить Россию. Или может еще растягивать, как Байден. Да, сегодня он говорит одно, но когда он придет к власти и увидит там секретные документы, он посмотрит и может сказать, нет, мы не можем сейчас это сделать так, а нужно чуть-чуть подождать. Ну, может, всякое может быть. Может быть, он рубанет с плеча, скажет, все, решаем. Поэтому, ну, не знаем, что будет. Так, мир колбасит, потому что доллар мировая валюта. Да, абсолютно, в том числе поэтому. И не только потому что доллар, но это одна главнейших инструментов Соединенных Штатов. Ну и это инструмент именно американцев. Поэтому там ни рубль, ни гривна, ни евро, хотя евро тоже не на плохом счету. А в первую очередь, конечно же, вне конкуренции это доллар. При посылах осуждения Западом геноцид России чеченского нет, поэтому надо готовиться к ядерной войне. Джахар это все предсказал в 91 году. Чеченцам надо ждать развала Русни. Спасибо за совет, Лео. Русскую какую-то песню сочинили, Техасская народная республика, там техасцев братьями называют. Техас якобы должен освободиться от Вашингтонского ига. Бедные техасцы. Если русские их не спасут, все плохо. Я надеюсь, они отправят отряд быстренько в Техас. И техасцы как раз решат с ним. Я тоже так думаю. И Китай заинтересованы Трампу и Северной Корее. Ну да, посмотрим, Мустан. Буквально, еще, хотя год остался до выборов в Америке. За этот год очень много изменится. В этом году будут колоссальные просто изменения, я так полагаю. Посмотрим. Аслан, чем Америке мешал Каддафи? Ну, я не знаю, Павел, чем он мешал. Я знаю, кто такой Каддафи. Это узурпатор, тиран, который захватил власть, и на почве вот этой власти съехала крыша. Его финансировали французы, точнее, он финансировал французы, и он финансировал французов, избирательную президентскую кампанию. Ну, вот все, что я знаю. А что Америке? Не знаю, чем Америке мешал. Так в том-то и прикол, только вдумайтесь, количество подсудимых, плюс и на какой вердикт могут они рассчитывать в принципе, плюс дела до Украины, плюс дела, что с ними, что такое, что просто спина холонет. Чеченцы должны найти подход к Трампу, это 100% самый верный путь. Шамиль, ну мы уже нашли подход к Трампу. Это наш Гарри Табах. Будем искать. Теперь осталось сделать так, чтобы Трамп стал президентом. Подход у нас есть. С Гарри Табахом отличные отношения.
Все. Заходим с боковой двери в Белый дом и быстро решаем все вопросы по Ичкерии. Да. Наверное, Трамп украдут у Путина Кореи. Трамп украдет у Путина. У Трампа было хорошее отношение с Ким Чен Ыном. Ну, посмотрим, Устам. Ну, что загадывать? Что загадывать? Посмотрим. Ну, нам предстоят очень веселые, интересные, просто исторические события нам предстоят, друзья, увидеть. А кому-то поучаствовать. Чеченцы должны найти подход. Так, это было при защите своих земель храните 10 пуль. Ничего. Хранить 10 пуль в пистолете. Одну для захватчика и 9 для предателей. Да, Дон Кихот? Совершенно верно. Россияне говорят, зачем нам доллар, в то время как Россия все, что покупает за границей, продает внутри себя, все за доллары. Да. Валейкум ассалам, примашуэль. Жирик тоже говорил, что доллар грязная зеленая бумажка. У них духовности нет. Весь мир читает только Чайковского. Город огней смотрит. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам, город огней. Это город огней, это что у нас? Нью-Йорк? Кстати, там же открыто призвал ударить ядерка по Грузии и Баку. Жирик призвал. Почему некоторые так яростно защищают таких, как Каддафи, Саддам от Америки? Ну, пропаганда, репабликан, пропаганда. Есть Трамп, будущий президент, способен поменять жизнь человечества со своей стороны в пользу, по большому счету, в сторону плюса, то по мне пусть будет президентом США Трамп, говорит Ислам. Все, Ислам, договорились. Выход у нас на Трампа найдем, все нормально. Будет все чики-пуки делать, да. Самый большой пропагандист это ты, говорит Мелли. Ну, если меня удостаивают такой честью, самым большим пропагандистом, то я с удовольствием принимаю эту должность, это звание от тебя, Дэл. Хорошо, я буду самым большим пропагандистом. Знаешь, что хорошо, Мелли? Мелли, знаешь, что хорошо? Что все отлично, да? Еще и умный, говорит. Отлично, Дэл. Супер просто. Ленд. Так, друзья, пишите комментарии. Я в ТикТок не читал комментарии. Давайте почитаем. Может, начнем ядерную. Бориска. Да ну быстренько на коврик. Какой тебе ядерная? Россия продает уран Америке. Не думаю, что они будут воевать. Ясно. Ну, это... Расскажи азербайджанцев, пожалуйста. Что рассказать, Лезгинка, про азербайджанцев? Азербайджанцы отличнейший, уважаемый народ. Если кратко. Наверное, на этот раз Россия не получит окорочка от Америки. Я тоже там подозреваю, что придется на сухом пайке делать. А что это за флаг висит? Прекрасный флаг. Ты не знаешь, что это за флаг? Google тебе в помощь, да? Да, вот чубовый, да, с комментарии. Самоубийство, да? Но они дерзкие, Хамзат, нужно признать, они заскакивают, пишут комментарии и уходят в небытие, да. Австрия пенсионер получает 3000 евро, в России 20 тысяч рублей. Вот и вся высшая культура русских и бездуховность европейцев. Да, 20 тысяч рублей это 200 евро. Павел Тарамов говорит, что не в Австралии он пишет, а в Австрии. Это раз. А во-вторых, 3000, ну, это, конечно, хорошая пенсия. Так, 1500-2000 зарплат пенсии есть, и 3000 есть. Ну, это, конечно, не у каждого, но есть. Куба.
Так. Смотрю на третьем позже. Не понял я, Шамиль. По поводу Жирика. Еще он обещал, что Киев возьмут псковские десантники, а на Европу они берегли зэков 1 миллион. Помните, кто, подтвердите. Так что Украина, получается, все взяла на себя. Да, именно так, Леонид. Абсолютно 100% это так. И именно поэтому мир вам помогает. Да, вот этих все Жирик, то, что выдавал все эти тайны, они утилизированы ЗСУ. Нету больше великой русской армии. Да. Она встретилась с простыми украинскими хлопцами. Да. Так, ассаламу алейкум. Аслан Золкин, нацист и фашист. Ва алейкум ассалам, Ахмед. Ну, я тебе скажу, ты близок к истине, дело. Так, 20 тысяч России, это хорошая пенсия. В среднем где-то 15 тысяч рублей. Ну да. Ночи целуешь, массу ум хилях. Ночи целуешь. Да. Ты откуда? В смысле я откуда? Что ты имеешь в виду? Откуда я? В данный момент я или родом откуда я? Это когда работа была хорошая, много платил пенсионный фонд. Ну да, наверное. Возможно, да. Сам себе царь, да, царь джихад, да. Друзья, самое время уже, да, 2 года скоро прошло, и Facebook тут напомнил одну интересную вещь. Давайте я вам дам послушать. Так как в TikTok вы не сможете услышать, я для всех дам просто послушать. Это выступает представитель Америки, Госдепартамента США 2 года назад, 4 февраля 2022 года. Россия планирует инсценировать нападение украинских военных как предлог для вторжения в Украину. Понимаете, да? Уже они тогда планировали. И благодаря тому, что вот эту информацию американцы озвучили, вот эта инсценировка нападения украинских якобы военных, она, как мы видим, не состоялась у них. Постановочное видео – это один из вариантов, который РФ разрабатывает в качестве фальшивого предлога для начала и оправдания агрессии против Украины. Призываем Россию снизить напряженность и приступить к дипломатии. А нам сегодня Вова Путин рассказывает, что его обманули, его просили, его уговаривали. И ему говорили: не лезь, дебил, не лезь, не суй голову в пасть крокодилу. Понимаешь, что засунул. Ну все, остался без головы, останется без головы. Пока его голова на месте, но уже от 80 до 160 тысяч уже никогда не будут иметь свои головы. Ну давайте послушаем, это буквально чуть меньше минуты. США владеет информацией о том, что Россия планирует инсценировать нападение украинских военных как предлог для дальнейшего вторжения в Украину. Речь идет о производстве полностью сфабрикованного пропагандистского видео с сценами постановочных взрывов, изображающего погибших и скорбящих актеров, а также разрушенных мест или военной техники. Это видео один из вариантов, которые российское правительство разрабатывает в качестве фальшивого предлога для начала и оправдания военной агрессии против Украины. Россия дала понять, что готова продолжать дипломатические переговоры для деэскалации, но подобное действие свидетельствует об обратном. Мы призываем Россию прекратить свою кампанию по дезинформации, снизить напряженность и приступить к дипломатии и диалогу для мирного решения конфликта. Вот вы слышали. Предупреждали, просили. Зеленский говорил, конечно, тогда все нормально, не волнуйтесь, все нормально. Американцы говорили: будет провокация. Вот она вот подробно рассказала, что взрывы, там, нападения, трупы там, и так далее.
И вот это основание, и, видимо, была утечка, у американцев была информация, и они сообщили об этом. И не просто сообщили, они предупредили. Не прямо от американцев. Прямо сама Америка предупреждала. Нет, полез. Потому что он думал, что весь мир слаб, Америка не объединит все страны, Украину не поддержат, что там разброды шатания, там все плохо. И было плохо. В Украине плохо все было. Мы помним, как, когда вот начиналось все это. Я про 14-й вообще не говорю. Даже вот в 22-м году все было. Ну, по крайней мере, так нам сообщалось. Хотя это могла быть уловка украинцев показать себя слабым, чтобы потом нанести сокрушительный удар по врагу. Но, в принципе, русских предупреждали. И украинцы предупреждали. Американцы русских предупреждали. Вот вы все это слышали. Это было 4 февраля 22 года. Буквально за 3 недели, за почти 3 недели до начала широкомасштабного вторжения. А теперь нам Путин рассказывает, что его обманули, говорит. Что его заманили туда, он ничего не мог сделать, он вынужден был пойти убивать русских, потому что эти русские, эти украинцы якобы убивали русских. Но за все это время, за 8 лет, пока бомбили Бомбас, за 8 лет погибло меньше людей, чем погибает, там, я не знаю, за 1 неделю, за 8 лет. Представьте себе, за 8 лет погибло меньше людей, чем сейчас за неделю или, может, за месяц. Можете себе представить, там, за неделю, за 2 недели, за месяц максимум. Сегодня 810 орков уничтожено. Слава ЗСУ, конечно же. Вот что сделал Путин. Вместо того, чтобы разговаривать, он сказал, все, я буду брать Киев. Ему это нужно было взять Киев. Как-то так, друзья. Как-то так. Так, здравствуйте, ночью. Хочу поинтересоваться, есть ли чеченцы в Канаде и в каких городах? Тарас, я не знаю. Здравствуйте, витаю вас, я не знаю. Здравствуйте, здравствуйте, Байсфуд. Вот такая вот история, друзья. Вот такая вот история. Потому что Крым легко дался, им казалось, что все как по маслу пойдет. Да, и самое главное, они же не тогда пошли, Амзат. Они же не в 14-м, не в 15-м пошли на Киев. Они подготовились, они набрали сил, они набрали армии, мощи, денег, все как положено. И здесь в Европе одновременно не работали. Да, Крым, конечно, не признавали, но были свои дружки. Сейчас их все меньше и меньше осталось. Австрия, она до сих пор подрусская, подхолопная Австрия. Просто позор, то, что они творили. Ну и то, там тоже даже зачистка пошла. Германия, особенно Восточная Германия. Огромное количество подхолопных, которые еще со времен Штази мечтают на возвращение вот этих штазевских КГБшных времен. Да, везде были, везде есть, но вычищаются потихоньку. У нас здесь в Европе ведется очень большая работа. Я по секрету вам расскажу. Очень большая работа ведется. И ну, зачистка будет просто суровейшая здесь. И она буквально вот в процессе она уже идет. И все это будет зачищаться. И я думаю, в Украине то же самое. Потому что если не зачистить вот этих пророссийских, про-КГБшных элементы, все, мы всегда будем находиться в состоянии такого постоянного опасности взрыва, как на пороховой бочке. Это не дело. Чеченцы везде. Да, война, Машвойла, совершенно верно, чеченцы везде. Так, сам себе так. Золкин деньги хотел попросить у Асана, по-моему, тонко он намекнул.
Нет, он мне показывал, что он, видимо, кому-то помогает, может, даже он батальону шейха Мансура помог. И он мне показывал, что я тут помогаю, уже отъел репу, которая не помещается в экран, в том числе на американском ютубе и на американской вот этой помощи, которой западной европейской помощи, которой он не влезает просто в экран, и мне сидит вот, ну, свинство, самое настоящее свинство это было. Сидеть человеку, который с первых дней поддерживает Украину, и все оставил, и борюсь каждый день за, в том числе, права украинцев, а сидит какая-то там репа, которая тогда поддерживала пророссийских, сейчас топит за пророссийских. Мне там один комментарий написал в Facebook, что там это очень исторически важно, вот пленных он там допрашивает и так далее. И я там ничего исторической ценности не увидел, кроме того, что одного человека на всю зону они находят, который вот придерживается вот этих своих взглядов, выводят его и рассказывают. А приводите тех, кто понял, почему именно этим не занимается. Вот все время рассказывают, что вот я понял, я осознал, нет тут нацистов. Украинцы нормальные люди, с ними нужно жить. Это преступная война и так далее. Вот этого он не показывает. Потому что этой задачи нет. Есть задача показать другую сторону. Даже в плену, как русские это воспринимают, имперцы на России. Они это воспринимают. Даже в плену он не поменял своих убеждений. Там ведь очень пытают, там убивают, им же это все рассказывают. И все равно он не меняет убеждения. Вот какой должен быть русский там имперский идиот. Вот какой он должен быть. Вот что занимается. Если этого Золкина, его товарища, Фейкина, я не знаю, других третьих, которые там абсолютно откровенно пророссийские вот эти работы, которые ведут, если от них Украина не избавится, то все печально, да, все печально. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Роман. Аслам, почему вы не за Палестину? Хотя они, я не знаю, чьи они братья, мне они не братья. Потому что, когда нас уничтожали, что-то их братства я не заметил, во-первых. Во-вторых, Палестина это внутреннее дело Израиля. Я уже 150 раз это сказал. Израиль сам должен решать. Да, в соответствии с международным правом, по закону, как положено, но это внутренняя проблема Израиля. Поэтому братья у меня находятся в Чеченской республике Ичкерия и здесь, в Германии. Да. Других братьев в мире у чеченцев нет. Да. Все, на этом вопрос закрыл. Вопрос, почему флаг американский? Потому что это самая великая, самая передовая супер-сверхдержава, которую до колика в животе боится фашистская Россия. И я прошу помощи у этих Соединенных Штатов Америки, чтобы они обратили внимание на нашу проблему. И они обращают внимание, и меня слышат, видят, слушают, и где-то в чем-то реагируют. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос. Так. Комедии. Давай комедию. Тогда что вы грызетесь между собой? Кто грызется между собой? Мы не грыземся. Что ты имеешь в виду? Мы с американцами грыземся, я не могу понять. О чем ты? За ним идет Федор Ханде. Я не знаю, о чем ты. Так, это называется Дагестан 2. Ты имеешь в виду, что называется Дагестан 2, Дон Кихот? То, что... что? Да, уже потерял нить разговора. Так. Золкин от Рамзана возьмет бабло. Кому какая разница? Зачем сравнивать внешний долг Австрии и России? Все, кто знаком с этим странами, прекрасно знают, где люди живут, как люди, и где как нищеброды. Да, республика, совершенно верно.
Так, валейкум ассалам, СС Машвой. О Башкортостане не знаешь более подробно? Не о Башкортостане. Нет, Шамиль, я не знаю, я потому что многие вещи пропускаю, по времени просто не успеваю. Но мне кажется, то, что происходит в Башкортостане, это симулятор. Вот. И я могу ошибаться, потому что я глубоко не изучал этот вопрос. Поверхностно, вот предварительное заключение, мне кажется, это симулятор, все, что там происходит. Хотя, не знаю. Какой интерес у Америки в Украине? В НАТО Украину не брали, в Европу не брали. Но какой Америке интерес? Павел, и на что ты намекаешь? Какой интерес Америки? Америке интересно, чтобы Россия не стала сильной. Чтобы она не поглотила Украину. И сейчас, как она вооружает кадыровцев, которые отправляют на новые войны, также она будет отправлять украинцев на новые войны. Задайте себе вопросом, хочет ли этого Германия, хочет ли это Польша, хочет ли это Соединенные Штаты, хотят ли это Соединенные Штаты Америки. Но здесь, мне кажется, ответ очевиден. Нет, конечно, никто не хочет, чтобы сумасшедшие, бешеное зверье, сидящее в Кремле и в ФСБ, чтобы дальше пошло и диктовало условия. Ведь Россия собиралась ведь от Лиссабона до Владивостока построить свою новую империю. Понимаешь? Здесь Германия они планировали, здесь нас, ну если с канцлером не получится договориться, подействовать на монархистов, которые тоже тут имеются в маленьком количестве, очень небольшом количестве. И вот такой вот был план. Никто этого не хочет, понимаешь? Россия это людоед. ФСБ это людоеды, это бешеное зверье. Об этом Путин сам сказал. Все, кто взрывал дома в 99 году, он сказал бешеные звери. Если это звери, то это бешеные звери. А взрывал он с Патрушевым, с ФСБ. И поэтому вот это бешеное зверье, оно полезли дальше. Это бешеное зверье нужно остановить. И его останавливают. Тяжело, с потом, с кровью и так далее. Но весь мир развернулся на то, чтобы остановить вот это бешеное зверье. Весь, практически весь мир. Соответственно, если весь мир в чем-то объединяется, и когда его объединяет великие Соединенные Штаты Америки, то они добиваются успеха. Англосаксоны за последние 100 лет не проиграли ни одной войны. Не говоря уже о том, что там их кто-то оккупировал, там, их кто-то там вынудил к чему-то и так далее. Поэтому песенка фашистской России уже спета. Поэтому, помогают Украине, чтобы не было больше фашистской русниды. Кто-нибудь его слушает? Конечно, слушает. Он 48 человек слушает в ТикТок. 270 слушает в YouTube. Слушают, конечно. Ждут причем, ждут, названивают. Что в эфир не уходит? Живой ты спрашивают, понимаешь? А ты мне пишешь. Приедь, скажи это все в лицо Кадырову. Make of Hill, out Hill. Покажи мое видео в лицо ему, пусть он посмотрит, что, кто Кадыров. Я Путину говорю, Патрушеву говорю, а какая разница? Если ты хочешь, чтобы вот в лицо сказал, ну пускай приезжает Кадыров, это 0 без палочки. Пусть Путин с Патрушевым приедут, я им в лицо это скажу. В лицо им скажу, что они террористы, убийцы, и их место на скамье подсудимых. Честное слово скажу, пусть приезжает. Ты хоть знаешь, сколько стран в мире? А ты что, в передачу «Что, где, когда» попал, что ли? Ну, 196 ООН заседает государств. Так говорят, по разным данным, до 400 государств. Народов, наций существует, которые еще не государства. Ну, ты еще можешь вопрос задать. Сколько языков, например, там, сколько, я не знаю, отпечатков пальцев у людей. Так.
То есть ты не уважаешь Кадырова? Не уважаю, это не совсем правильное слово ты подбираешь. Не уважаю. Я презираю, я отношусь как к дохлой скотине, к предателю, как к клопу отношусь, всем, кто предал чеченский народ. Их Джохар очень правильно назвал клопообразные. Вот из семейства клопообразных я отношусь. Всем, кто предал свою страну, свой народ. Нормально, можешь вырезать, отправить. В Ютубе, кстати, запись будет. Можешь зайти в Ютуб, взять эту запись и отправить Кадырову. Лично показать. Пусть сам приезжает. В лицо скажу ему. Так. Пошлем-ка мы вот этого далеко Диона. А ты кто такой, чтобы они к тебе приехали? А тебе снова поехать к ним и сказать им в лицо. Юзер, дело в том, что вот такой холоп, как ты, только он может рассуждать, кто ты такой, кто я такой. Я чеченец. А чеченец есть равный среди равных. Понимаешь? Поэтому вот только у холопа может возникнуть. Ты, видимо, не чеченец, у тебя возникает вот это холопское, что ты должен кому-то поклоняться. Я никому не должен поклоняться. Мне 46 лет, я самодостаточный, взрослый человек, и мне не нужно ни перед кем прогибаться, как тебе, бедолаге. Держись. Ну ладно, да. Пойдемте дальше. Надо Путина еще в Аляску заманить и с его биотуалетом, который за ним носят. Да, Асламбек. Но я склоняюсь к мнению, что когда Ичкерия будет независимой страной, входящей в ООН, она не будет признавать Палестину. Главное, Израиль признаем, а там Израиль сам разберется, что там делать. Я склоняюсь к мнению, что когда Ичкерия будет не так, Америку боится фашистская Россия, их детище под названием Русский православный ИГИЛ, который навязывается в оккупированной Ичкерии. Совершенно верно, Садулла, абсолютно. Я смотрел новость, там журналист говорил, Америка это хорошо. Америка это круто, да. Шариатчики и христианские фашисты получают свое мировоззрение из одного отлитого корыта. Одному дают крест, второму полумесяц. Скажут, все, иди защищай духовные скрепы. Ну давай тогда не шариатчики, а мусульманские и христианские фашисты напишем. Так будет правильно. Потому что фашизм есть во всех формах. Аслан, поддерживаю тебя по поводу ГБшников Золкина, Гордона, их подельников, которые до вторжения в Чечню обеляли русня в вопросе геноцида народного Чечню. Да, именно так и было. В Америке много денег, поэтому лучше с Америкой дружить, чем с Грузией. Ну, нужно дружить со всеми вообще-то. Надо Путину еще так это было. Ясер Арафат в 70-м году призывал короля Иордании выдворить всех чеченцев и черкесов. Братья так не поступают. Кстати, Израиль был готов принять к себе чеченцев и черкесов в 70-м году. Говорит Дон Кихот. Садулла Гехинский. Вот сейчас недавно фанатики устроили налет на церковь в Турции. Потом начались облавы на кавказцев. Чеченцам тоже может говорить депортация из-за этого происшествия. Конечно, может. Садулла, то, что русские делают, мы все видим. У русских, у Русской империи, у Российской империи, вот этого фашистского образования, есть много инструментов, много народов, много людей, много средств, которые они используют для своего развития, обогащения там, и так далее. Ну и удовлетворения своих садистских наклонностей.
И если бы мы молчали бы, и мы ничего не говорили, Тумсо Абдурахманов, Халитов, там, куда делись, я не знаю, Янгулбаевы братья тоже, видимо, финансирование прекратилось. Вот эти товарищи, они нас вели всех представить здесь религиозниками. Сами они делают то, что выгодно Кремлю, то, что нужно Кремлю, нужно России. Делали всегда, служили этой России, что Янгулбаевы, что Абдурахмановы, что Халитовы. И нас вот таким хотели представить, вот религиозными, непонимающими, там, третьими, десятыми, да, и так далее, и так далее. За последние 8 лет, за последние, как я сюда приехал, я наблюдаю с тех пор уже более пристально эту картину. Многое изменилось, и в том числе в отношении нас. Вы видите, нас уже не называют террористами, Интерпол нас везде не ловит, не задержит, хотя есть люди в Интерполе. Кстати, я занимаюсь и такими делами тоже. И сейчас, все поменялось в корне. Теперь те, кто нас вчера называл террористами и всему миру представлял нас террористами, теперь они сами стали террористы. Украинцы, которые вчера нас считали террористами, сегодня извиняются, что так считали. Многое в мире изменилось. Все супер, да? Но мы должны не сидеть без дела. Наша защита, спасение утопающего – дело рук утопающего. Мы должны сами себя спасать. И мы служим. Так, пойдемте дальше. Хороший, не очень богатый англосакс. Хочу добавить, Америке интерес, чтобы было все спокойно, без террора, только при ликвидации бешеного зверя. И это будет только время терпения. А всем надо только ждать и развиваться. Совершенно верно, я согласен. Асан, не могу ссылка с другого телефона перекинуть на свой и отправить вам. Асан, я фотки отправил, пожалуйста, загуглю, YouTube, улицу нам. Так, Америка много денег, я бы хотел жить в Америке, говорит Марк. Ну да, неплохой выбор. Так. Арабы отказываются от палестинцев, а русские суют их чеченцам. Да, кстати, Асланбек. Причем вот эти подхолопные навязывают нам всем. У них не получилось. Вы видели? Вот эти резко появившиеся тикток-блогеры, которых в огромном количестве просто чушь несут. Иногда просто безнравственную и аморальную чушь несут. Сидят в тиктоке, появились парни, девушки, бабушки, дедушки, их точнее назвать. И они все разом начали призывать поддержать Палестину против Израиля, третье. Никогда они не у себя, никто из них не вывесил ичкерийский флаг, но они с этим ичкерийским флагом ходили тогда на акции, которые в поддержку Палестины были, и махали ичкерийским флагом, демократическим, кафирским, тагутским, вражеским, всем остальным. Тогда они воспользовались. Сейчас опять затихли. Где же вы все защитники палестинцев? Разрушены дома, люди на улице остались. Собирайте деньги, посылайте гуманитарную помощь, поезжайте, стройте. Стройте домик кому-нибудь, постройте, колодцы выкопайте, как в Африку вы там по заданию ездите, выкапываете. Давайте. Что же вы так замолчали, все, быстро все закончилось, да? А дело в том, что это были пропагандисты, которые действовали в угоду России. И как только Россия сказала, что все не проканало, фокус внимания с Украины на Израиль и Палестину переключить не удалось. Пожар мировой войны разжечь, по всему миру начать теракты, волнения, выход людей, митинги, протесты, не удалось. Все, и замолчали. Так какие же вы тогда от души, от чистого сердца заступники Давайте, выходите, помогайте, посылайте помощь, переезжайте туда вообще, там самое место вам, да? Живите у себя там. Асан, у тебя какой прогноз на выборы США? Как думаешь, кто победит? Это очень сложная задача. Я думаю, Трамп победит.
я думаю, ну, как бы больше склоняюсь. Никакого основания у меня так утверждать, доказывать вам, там, я как-то развернуто отстоять свою позицию. У меня нет фактов. Ну, такое внутреннее, скажем так, интуиция подсказывает, что, скорее всего, будет Трамп. Холоп сам не хочет брать и другим не дает. Да, Золкин, бывший мент, умудрился убить простого гражданина Украины и отсидеть 5 лет. После приговора 19 лет в тюрьме Киева после закона агента Сай вышел на свободу как раз к войне с Русней. Да, и я так полагаю, это было условие, что ты делаешь то, что мы говорим, и за это ты уходишь на свободу. Да, вполне возможно. У американцев технология тоже хорошая, товары и все такое. У американцев все есть. Это Новый Рим. Так, шариатчики сидят в спокойной теплой Европе, используют всеми благами изобретений западных стран, но при этом они хотят, чтобы на Кавказе был шариат. Да, и причем они, знаешь, даже не в Дагестане хотят, а именно почему-то в Чечне они все хотят. Вот что. Хотя есть и дагестанские шариатчики, тоже они имеются, не так много, но в основном вот на Кавказе именно в Ичкерии им нужен этот шариат почему-то. И причем они ждут чего-то. Но начинайте там, где вы живете. Вот прям там стройте шариат. Нет, они только там надо, в Чечне. А это нужно русским. Вот и делайте выводы. Темшин Ичкерии, Цухамбо. Нежданчик. Нежданчик. Сам темшин хыру, ахова уац вообще, понимаешь? Хагуш хэш информационно, цабол беш, хова уац. Вот и дертиш того еще. Темшин уч, хасанвек, хагуч уач баадацер, бол баига дельши дуадац. Русские критикуют израильтян в том, что те убивают мирных людей в Газе, как будто они сами не убивают мирных людей в Украине. Русские все это время лютой ненавистью ненавидели кавказцев, мусульман, чеченцев. Даже когда им иранцы дали шахедов, вот эти дроны-шахеды, они эти шахеды переименовали в свое имя, чтобы не произносить слово шахед. И теперь они все воспылали любовью каким-то своим миньонам, ну якобы за мусульман они впрягаются, а на самом деле там впрягаются они за своих кадыровцев, арабских кадыровцев. Вот и все, вся их любовь. Это лицемерие 500 уровня. Русские так. Как один украинец к Кадырову обратился: эй, тиктокер, как тебя такой тиктокер? Есть люди, которые искренне в Африке колодцы спонсировали. Албанец есть, я знаю, спонсировали, я давал деньги тоже, ну не на колодцы именно я давал деньги, но тоже давал, а потом выяснялось, что это люди не очень надежные. Ну я на тюрьмы собирали. И там тоже не очень надежно. А колодцы рыть, ну да, ты 50 евро, там 20 евро можешь послать и сказать, что вот там это богоугодное дело и так далее, и так далее. Да, это богоугодное дело, твое намерение, оно зачитывается Богом. Но с другой стороны, почему там рыли колодцы? Почему не задается вопросом, неужели в Африке нет у людей рук, лопат, я не знаю, чего еще там, 1000 евро стоит колодец, 1000 долларов, по-моему, колодец какой-то там и так далее. Те, кто жертвовал, я их не виню. Я виню тех, кто организовывал это все. Причем эта организация вот этих движений в Африке по рытью колодцев
случайным образом, абсолютно случайным образом совпало тогда, когда усиленно Россия начала своих вот этих террористов-вагнеровцев отправлять в Африку для дестабилизации, там, для разных там своих банд заданий. По какому-то странному стечению обстоятельств в мусульманских разных африканских странах появлялись кавказские мусульмане, чеченцы, ингуши, дагестанцы, там разные там были деятели. Ну, по невероятному совпадению. И больше их нигде нет. Ни в Сирии их нет, вот тех, кто рыл колодцы. Ни одного лица мы в этих роющих колодцы так и не увидели. Ну, вот представителя. Были разные люди, кто собирал бабки. А вот что вот я являюсь, то я это делаю вот из этих побуждений. Таких людей мы не увидели. Мы не увидели их в Сирии, мы их до сих пор не видим нигде в Сирии, где они там, наши женщин и детей из тюрем, из Ирака освобождают. Мы, ну, это все оставим на потом. Мы их в Ичкерии не увидели, мы не увидели здесь, где они помогали. Вот этого мы всего не увидели. А так, конечно же, кто-то пожертвовал, ты дай милостыню попрошайке, у которого якобы нет ног, а они у него есть, и он просто мошенник. Ну, твои намерения Бог зачтет, ты дал милостыню. А вот он, да, вот он мерзавец. Слава Украине, слава ЗСУ, свободу Украине, свободу Ичкерии. Героям слава. Аминь, аминь. Так. Сейчас ФБР расследует. Сейчас ФБР расследует тех активистов Палестины, и следы идут в ФРФ. И это еще добавляет, что вопрос о ФРФ уже решен, только время. Ждем, наблюдаем, учимся, развиваемся. Абсолютно согласен с тобой. И, конечно, в основном вот эти пропалестинские вот эти... Ведь не было никакой там войны. Все всех устраивало. Израиль закачивал туда бабки, эти террористы копали себе колодцы, метро свое копало там и так далее. И жили себе и жили. Путину нужно было отвлечь внимание от Украины. Разжечь мировой, не путь Путина, я имею в виду ФСБ, вся вот эта ФСБшная имперская вот эта система. Им нужно было отвлечь. Не получилось отвлечь. Все остальное это так, отводящие, дымовые такие завесы. И все. После этого мне будет кто-то рассказывать, что там какую-то Аляксу там спасают. Вы обратили внимание, кстати говоря, многие не знают этого. Есть фотография Аляксы, да, в мечети, которая вот с золотым куполом такая большая мечеть есть, красивая. Это на самом деле не Алякса. Настоящая Алякса, которая древняя, старая, она вообще неприметная, и ее не показывают на всех картинках. Но умудрились некоторые товарищи вешать себе на шею этот шарф, и на этом шарфу не Алякса, а другая вот эта с золотым куполом, которая мечеть, ее рассказывает. Нападение, геноцид, акт геноцида, убийство более 1200 женщин, детей, стариков, мужчин, собак, всего, чего только возможно, жестоким, особо жестоким способом было совершено на день рождения Путина под названием там как-то освобождение Аляксы. Где Алякса находится, все вышли с этим, не с Аляксами, не с изображением Алякса, другой мечети, где это находится Алякса, где находятся вот эти убитые 1200 с чем-то человек, вообще как между небо и землей. Нет, пошли и сделали. Ну, скоты. Здесь пишет, Алякса именно та, что с золотыми куполами. Ну нет. Один вопрос изучите, друзья. Вот,
Вот сейчас я вам постараюсь в Ютубе показать Аляксу. Сейчас, подождите. Сейчас я постараюсь в Ютубе, которым. Так, вот смотрите. Вот это настоящая мечеть Алякса. Вот смотрите. Вот. Мечеть Алякса. Сейчас я вам покажу золотым этим куполом. Это другая. Они ее всегда путают. Я не знаю, умышленно это путается она или неумышленно. Но на самом деле... Селиман, Баркалон, Биксагат, да. Так, я хочу просто... Ну, короче, погуглите, тут Селима мне подсказывает. Это две разные мечети. Но это речь не об этом, не о мечетях была. Это две разные мечети. Можете зайти и погуглить. Это не та, которая нам преподносит. Короче говоря, ситуация вот такая. Это все был развод. 5 февраля 2000 года, Новый Алды. Да, Шмаги Шамхарадзе. Совершенно верно. Вначале мы как раз об этом говорили. Так, русский народ сами Путин это подтвердил. Если будет, то мы будем с их Аллахом будем воевать. Страна Россия будет проклята навеки вечным. Аминь. Мечеть с золотым куполом — это мечеть Амара. Да, я как раз это искал и хотел вам все это рассказать. Ну, короче, посмотрите. Совершенно верно, Раэла, абсолютно так. Это две разные мечети. Но нам показывают вот золотым куполом. А золотым куполом это вот мечеть Амара. А более древняя Алякса, которая на самом деле представляет, она немного в другой стороне находится. Но они две разные мечети. Я записал видео, мы выразили солидарность чеченскому вопросу. Спасибо, спасибо. Так. Так, друзья, мы уже 1,5 часа в эфире. Почти. Можно стрим заканчивать наш. Друзья, я завтра... кстати говоря, в субботу мы должны были провести платформу открытого диалога на чеченском языке. Ну, вы уже поняли, что у нас не получилось. Завтра
я думаю, мы снова встретимся и проведем в Telegram платформу, очередную платформу открытого диалога. 13-й, по-моему, это уже будет стрим. Заходите, друзья, участвуйте. На русском языке будет. Поговорим, пообщаемся. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Слава Украине. Друзья, всего самого хорошего. Спокойной ночи. Так, одну минутку. Нужно прочитать уважаемого человека. Да. Асна, как ты думаешь, если любой человек хочет углубиться в веру, надо взять Коран и самостоятельно углубляться и найти все ответы на ваш вопрос. И не надо слушать про путинских фашистов. Абсолютно так это. Абсолютно. Если ты хочешь понять, что тебе говорит Господь, то возьми его книгу, которую он тебе не спаслал, а не какого-нибудь там человека. Ну, для того, чтобы прочитать книгу, ты должен быть грамотным, да? Ты должен понять смысл. А многие просто безграмотные, им лень это все читать, смотреть, слушать. Ну, главное, чтобы с красивой бородой правильно говорит иншаллах, машаллах там. И там обязательно вот эта чалба должна, или как чалма должна быть. И тогда, да, тогда ему поверят. Ну, это вообще это шутка. Всего самого хорошего. Так, Сулейка, за оскорбление Израиля ты идешь в бан. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Адикёль маш оль. Господи, благослови Америку.